Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах, амма ба'д, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сегодня мы дошли до 10-го хадиса. Этот хадис приводит Абу Хурайра, радыяллаху анху, и он говорит: «Каля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям», и он сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Валлази нафсу Мухаммадин биядихи ла ясмау би ахадун мин хазихил умма яхудиюн валя насраниюн thumma ямуту валям ю'мин биллази урсильту бихи илля кана мин асхабин нар». Равахуль Муслим. Он говорит, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Клянусь тем, в чьей длани душа Мухаммада, или сущность Мухаммада, ля ясмау би ахадун мин хазихиль умма, кто бы не услышал меня из этой уммы, яхудиюн, пускай он будет яхуди, валя насрани, или насрани, thumma ямуту, и потом умрет, валям ю'мин, не уверовав, и потом умрет, не уверовав в то, с чем был послан я, илля кяна мин асхабин нар, то он будет из асхабин нар, обитателей огня». Тут пророк, саллаллаху алейхи вассалям, клянется Аллахом и использовал выражение «Валлази нафсу Мухаммадин биядихи», клянусь тем, в чьей длани душа или сущность Мухаммада, его зат. Тут использовано такое качество Аллаха, как яд, сифат Аллаха, как яд. И в таких сифатов, как яд, которые переводят как рука, айн, глаз, сак, голень и другие качества Аллаха, которые приводятся в Коране или в Сунне, лучшим всего будет их объяснять так, как объяснил имам Малик. Так как объяснение имама Малика этих сифатов, это в том, в чем не разногласит умма, в то, что она является правильным объяснением. Это в том, в чем нету разногласия у уммы, в том, что это, какое бы оно направление ни взяло бы, то, что умма не разногласит, то, что вот это объяснение имама Малика является правильным. А что это за объяснение? Это то, что к имаму Малику пришел человек, и этот человек хотел распространить смуту среди мусульман, чтобы мусульмане начали друг с другом спорить и рассуждать о тех вопросах, в которых, во-первых, нету для них входа, и для того, чтобы мусульмане оставили то, что является более важным для вещей, для тех рассуждений, в котором нету вообще, по идее, амаля, действия. Не исходит от этого то, что ты скажешь так или так, действие. Этот человек что сказал? Пришел к имаму Малику и сказал, Аллах Тааля сказал: Ар-Рахман, имя Аллаха, истава аляль арш. Истава. Аллах Субхану использовал глагол истава, и у него есть несколько смыслов. И сказал над троном, и сделал истива на трон. И потом спросил: кейф истава, а как он это истива совершил? Как он вот этот истива совершил? И имам Малик сказал, то, что Аллах Субхану ва Тааля сказал, это известно. И его смысл в арабском языке тоже известен. Все знают из арабского языка смысл этого слова. И вера в это является обязательным. Так как это сказал Аллах. И если даже сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, все, что с чем пришел пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мы должны подтвердить. И не разрешается проявлять неверие или отрицание. И кейф, однако, как гайра ма'куль, говорит, это то, чем мы не можем объяснить разумом. Это то, что не подвластно нашему разуму. Или в другом ривайте, это то, что неизвестно. И спрашивать про это является нововведением, сказал, бида'а.
И потом сказал: выгоните этого человека из мечети. Выгоните этого человека из мечети, хотя из мечети нельзя никого выгонять, однако этот человек распространяет смуту, что может привести к вражде среди мусульман, и поэтому имам Малик приказал выгнать этого человека из мечети, чтобы сохранить целостность уммы. И вот если мы будем придерживаться вот этого правила имама Малика, то, что Аллах Субхану ва Тааля сказал все, верим в это, однако не вдаваемся в подробности этого. И этим мы останемся в безопасности, как были в безопасности первые люди нашей уммы, как сподвижники, табиины и пришедшие после них ученые. Как сказал Абу Ханифа также про это в книге Фикхуль Акбар, которая приписывает Абу Ханифе, Мулла Али Кари, как раз вот автор этой книги, сделал объяснение, шарх на эту книгу. Известен он тем, что сделал объяснение этой книги, и он приводит цитату из этой книги, из высказывания Абу Ханифа, и сказал: «Тавилюль яд биль кудра юадди иля та'тиль». Если ты говоришь, что яд, то, что переводится как рука, будешь переводить как кудра, мощь, сила, то это приведет к отрицанию. То это приведет к отрицанию вообще такого качества, как яд. «Ма асбатаху Аллаху та'аля ли нафсики». И это то, что Аллах Субхану ва Тааля утвердил для себя, как качество. «Ва иннама аллази янбаги л-иману бима закараху Аллаху та'аля мин залика». И поэтому является обязательным в то, что упомянул Аллах Та'аля из таких качеств. «Мин залика ва нахвуху аля ма арадух». Так, как Аллах Субхану ва Тааля желал этого. То есть говоришь, это объясняется так, как Аллах Субхану ва Тааля знает, только Аллах Субхану ва Тааля знает об этом. «Валя яштагиль би та'уилихи». И пускай человек не обременяет себя объяснением этого. И пускай человек не обременяет себя объяснением этого. И говорим, что рука — это так, как захотел Аллах. Качество так, как захотел Аллах, и нету в этом доли для создания. Потому что как мы не можем объяснить сущность Аллаха, так мы и не можем его качество объяснить. Поэтому оставить это надо. Это надо оставить. И если мы будем вот этого придерживаться качества, вот этого правила имама Малика, то мы останемся в безопасности. И тем более под этим, то, что ты объяснишь так или объяснишь по-другому, нету амаля. И от этого не исходит какое-то действие. От этого не изменится действие человека. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дальше говорит: не услышит, и кто бы не услышал обо мне, или некоторые сказали от меня, то есть би можно как от меня, так и обо мне. И это означает, как и во времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как напрямую от пророка, так и через посредников, сподвижников, ученых или мусульман, которые распространяют религию, и до которых дошло именно. Не просто услышал, что был пророк Мухаммад, и все. А именно было доведено то, что люди должны следовать его пути. Разница есть. Большая разница есть. Потом я упомяну, в чем разница есть. Из этой уммы как-то противоречие как будто бы появляется. Из этой уммы. Мусульмане и так уверовали в пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Из этой уммы имеется в виду уммы дарва, умма призыва. Уммы призыва. То есть под уммой подразумеваются люди в общем. Те, которые не являются мусульманами. И тут пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как бы дает объяснение этому слову умма. Яхуди или насрани. А мушрики, поклоняющиеся истуканам, идолам, тем более, так как эти две группы, у них есть книга, то тем, у кого нету книги, тем более входит в это. Сумма ямут. Услышал и умер, не уверовав. Тут сказано «сумма». Слово вот это «сумма» потом, это указывает то, что не сразу последовало
а потом, через какое-то время, и это время до смерти, до того, как душа выходит, и он не уверовал до того, как умрет, в то, что был я, с чем я был послан. Не просто уверовать в меня не сказал, а сказал в то, с чем был послан я. То есть в шариат, уверовать в шариат. Все, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил. Коран, если, то в достоверности Корана нету сомнений, так как Коран был передан огромным количеством людей, при этом без разногласий. Такое огромное количество людей, что невозможно, чтобы они согласовались бы на лжи или обмане. И в те хадисы, которые ученые сказали, что они достоверны, или хасан хорошие, или даже если слабые, то заслуживают это, то, чтобы, возможно, по ним их принимать как доказательство. И все, что вот это сообщил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это надо уверовать в это. Но это не значит, что действия обязательно по ним. Потому что среди того, что пришло от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, есть по правде то, что является обязательным каждому мусульманину, есть то, что является обязательным не каждому мусульманину, есть то, что было отменено, а есть просто, например, как то, что, например, это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сообщил о чем-то. И в это надо уверовать, но действий никаких от этого не исходит. То есть разные вещи есть. Но главное то, что ты, если это подтверждается от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ты в общем веришь в это. Илля кяна мин асхабин нар. То есть если он услышал обо мне и потом до смерти не уверовал в то, что с чем я был послан, то он будет из обитателей огня. То есть этот человек навечно зайдет в ад. Навечно зайдет в ад. Это хукм ахирата. Хукм ахирата. Следующий хадис. Этот хадис приводит Абу Муса аль-Аш'ари. Абу Муса аль-Аш'ари. Он принял ислам в Мекке, потом совершил переселение в Эфиопию, потом прибыл с кораблем после битвы при Хайбаре. Также приводится то, что он по-другому, в другом риваяте приходит то, что он принял ислам в Мекке еще, потом вернулся к себе домой, и потом, когда они плыли на корабле, шторм произошел, и их отнесло в Эфиопию, и там он встретился с Джафаром, и с ним потом вернулся к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и это более верная история, в которой придерживается большинство историков. Вот вторую версию вот эту. Его и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и Абу Бакр, и Умар очень много использовали для управления городами. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, его отправил был в Йемен, Абу Бакр отправил его в Куфу, и также он был в Басре, то есть в разных местах его назначали правителем, так как доверяли его знаниям. И он сказал, передает от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, «Салясатун лахум аджран». 3 вида людей, 3 группы людей, им будет 2 награды. За их действие будет им 2 награды. Две награды, великие 2 награды, в котором эта награда будет только им, и никто не участвует помимо них в этих наградах. Однако тут пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, указал 3 вида группы людей, но это не ограничивается этими 3. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, возможно, в то время, когда он говорил вот именно этот хадис, присутствовали эти люди. Или он хотел побудить именно к этим делам. Однако в других хадисах приходят еще другие группы людей, которым также будет за их действия 2 награды. Еще приходят отдельные именами сподвижники, которым за каждое дело будет награду удваиваться.
То есть сначала в 10 раз увеличивается, и потом еще в 2 раза увеличивается. Мы знаем, что за каждую награду всем мусульманам, за одно благое дело, всем мусульманам 10 наград записывается. Всем мусульманам. За одно благое действие 10 наград. Но при этом у этих еще удваивается. Есть несколько групп. Есть, которые пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, определил эти 2 награды за определенные действия, а есть людей, которые назвал именами, и этим людям из-за их действий, из-за их имана будет награда все время удваиваться. И он сказал: раджулюн, человек, мин ахлиль китаб, из людей Писания. Из людей Писания, это яхуди, насрани. Амана бинабихи, уверовал в своего пророка. Человек Писания уверовал в своего пророка. Если яхуди, то в Мусу, если насрани, то в Ису. Ва амана би Мухаммадин. И потом отдельно сказал: и уверовал в пророка Мухаммада. Не сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, человек из людей Писания уверовал в своего пророка и уверовал в Мухаммада. А отдельно сказал: уверовал в пророка своего и уверовал в Мухаммада. Разделил, указывая на важность. Указывая на важность и то, что у каждого пророка также является вера в отдельности. То есть есть общая вера в пророков, я верю во всех пророков, и есть тавсилия, то есть конкретная вера. Это вера именами уже. Например, в Иисуса отдельно, в Мусу отдельно верить. И этот человек из людей Писания уверовал в пророка своего, и потом уверовал в Мухаммада. Люди Писания, когда говорится, это имеется в виду только яхуди и насрани, никто другой. То есть этим людям будет даваться награда вдвойне. Этим людям будет даваться за то, что он уверовал в пророка своего, и потом уверовал в Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и когда уверовал в Мухаммада, то те благие дела, которые он сделал в неверии, ему будут приписываться, записываться, как в другом хадисе приходит. Я сказал был, почему вера в пророка, то, что в пророка, саллаллаху алейхи вассалям, также является обязательным довести до людей, что человек именно следовать должен его пророчеству. Потому что во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, были такие великие сподвижники, как Абдуллах ибн Салям, например. Он был иудеем, яхуди, и был среди ученых, их ученых. И нету сомнения, то, что он слышал про Ису, то, что до него дошло, что Иса был пророком, посланным Бану Исраиль. В этом нет сомнения, так как, если посмотреть на его богобоязненность, на его желание, стремление к истине, как он ждал пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда он переселится в Медину, чтобы уверовать в него. И он знал, что он переселится в Медину, пророк, саллаллаху алейхи вассалям. То нету сомнения, то, что он и слышал про Ису. Однако, как ученые говорят, до него, возможно, не дошло то, что надо последовать ему за Исой. Он знал, что он пророк, верил, что он пророк. Однако до него не дошло то, что надо следовать за ним. Это разные вещи. Поэтому, вот если человек из людей Писания потом уверовал в пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, принял его шариат, то и в том, что с чем пришел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то ему будет награда вдвойне. Следующий человек – это аль-абдуль мамлюк, раб. И тут, чтобы обозначить, какой именно раб, потому что все люди рабы Аллаха, чтобы не подумали, что это касается каждого человека. Аль-абдуль мамлюк, раб, который находится под властью другого человека. То есть рабство. Не Аллаху, а рабство имеется в виду человеку. Если он выполняет право Аллаха, то есть как молитва, пост, закят,
хадж, то есть вот такие права Аллаха, то, что Аллах Субхану ва Тааля обязал его, если он это выполняет. Ва хакка мавалихи, и право своих хозяев. Право хозяева над рабом, то, что тот ему служил, подчинялся и не убегал. И выполняет право своих хозяев, то этому человеку также будут записываться награды вдвойне, так как он выполняет два права. Право Аллаха и второе право хозяина, мы можем сказать это так грубо, как право людей, однако ученые это различают, чтобы легче было сказать, так как есть право Аллаха, это как намаз, ураза, хадж и другие, есть право людей, однако право людей, в нем два права. Это право Аллаха, так как Аллах велел соблюдать людям определенные права и запретил им делать зулем, и есть права, которые, как, например, право соседа, право родителей. Тут уже появляется два права. Также право Аллаха и как бы то право, которое Аллах Субхану ва Тааля приказал соблюдать права между людьми. Также человек, у него была рабыня, ятауха, с которой он сближался интимно. Это указание на то, что даже если он то, что даже он, если не просто как обычную рабыню использовал, а использовал как, например, наложницу, но при этом он аддабаха, воспитывал ее. Фаахсана та'дибаха, то есть обучил, как правильно, прежде чем ругать за что-то, обучил, как правильно надо служить господину. Как обучил хорошим нравам. Фаахсана та'дибаха, и при этом его обучение было хорошим, без грубостей, без рукоприкладства. Ва аллямаха, и обучил ее, воспитал ее и обучил ее в том, что на нее возложит из шариата. Фаахсана та'лимаха, и в обучении был хорош, то есть начинал с более важных вещей, прежде чем объяснить важное. В исламе, в шариате нету неважных вещей. Все мухим является, все является важным. Все является важным. Однако надо начинать, всегда человеку, когда он что-то начинает делать, он должен начинать с более важных. То есть дела все важны, однако между ними есть разницы в уровнях. И поэтому человек должен знать эти уровни. А чтобы знать эти уровни, надо знания. И поэтому люди много в ошибке совершают. Почему? Потому что не различают разницы между фарзом и фарзом, между фарзом и сунной. Не различают разницы, потому что даже один фарз и другой фарз, между ними есть разница. Что-то является более важным, что-то является менее важным, но все является важным. Все в шариате является важным. И он начинал в обучении с более важных, прежде чем объяснить важное. Например, сначала обучил ля иляха илlallah, обучил иман, что такое, потом обучил намаз, потом ураза. Не начал с верхушки горы, а начал с основы горы. Сумма а'такаха, потом опять, через какое-то время, желая достичь довольства Аллаха, освободил ее от рабства. Фатазавваджаха, и женился на ней. Освободил ее и женился на ней, чтобы сохранить ее и проявить милость по отношению к ней. То этому человеку, последнему человеку, 2 аджра. Аджр за то, что он ее освободил, и аджр за то, что на ней женился.
Некоторые сказали аджр за то, что он ее воспитал, и аджр за то, что освободил. И некоторые сказали, что и ему 2 аджра, это возвращается всем 3 людям. Всем 3 людям. И этот хадис согласован, как приходит как в Бухари, и так, как и в Муслиме. И ученые собирали количество людей, за действие которых будет записываться награда. Есть группа людей, это отдельная тема должна быть, группа людей, как я сказал, совершив действие, им за каждое действие будет записываться двойная награда. Это как, например, люди, которые уверовали в пророка, саллаллаху алейхи вассалям, при этом не видели его. При этом не видели, как ниспосылается Коран. Не были с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и, несмотря на это, уверовали его, как тот человек, который видел его и видел, как ниспосылается Коран. Например, в одном из хадисов приходит. То есть это должна быть уже отдельная тема, а тут мы вкратце просто проходим то, что иногда награда человека записывается вдвойне, если, например, в действие заходят 2 ния-та, или если человек совершил определенное действие. И также есть группа людей, которых пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поименно назвал, то, что их все награды будут записываться вдвойне. Следующим хадисом приходит хадис от Ибн Умара, и это очень очень является важным объяснением этого хадиса. И очень плохо, что мало кто объясняет этот хадис. И за то, что не объясняют этот хадис, и что на этот хадис, и что истекает из этого хадиса, и как понимать этот хадис, люди, когда не слышат этот хадис от имамов, то они слышат этот хадис от тех людей, которые вот как раз призывают к терроризму, призывают к тому, чтобы совершать зулем по отношению к людям. Этот хадис от Ибн Умара, да будет доволен им Аллах, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Умирту ан укатиля наса хатта яшхаду ан ла илляха илляллах, ва анна Мухаммадан расулуллах, ва юқиму ссалата, ва ю'ту закah. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله». Хадис приходит в Бухари и в Муслиме. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Было велено мне сражаться с людьми, пока они не засвидетельствуют, что нету Бога истинного, кроме Аллаха, и то, что Мухаммад является посланником Аллаха, ва юқиму ссаля, и пока они не будут совершать намаз и выплачивать закят». Если они сделают это, совершат это, то защищат от меня свою кровь, свое имущество, кроме как по праву ислама, и их расчет на Аллахе. Как понять этот хадис? То есть многие этот хадис берут для того, чтобы как разрешением от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы убивать людей, чтобы забирать их имущество. Но этот хадис, это общий хадис. Смысл его общий. И помимо этого хадиса есть 1000 других хадисов, сотни, тысячи других хадисов, которые ограничивают этот хадис, которые дают правильное понимание этому хадису. Это хадис муташабих. То есть не мухкам. Есть слова как Аллаха, так и посланника муташабих, то есть который двойственный смысл есть. По-разному можно понять. Есть мухкам, как такие хадисы, которые можно понять только в одном смысле. И вот этот хадис из муташабих, то есть по-разному можно понять. И чтобы его правильно понять, нужно читать, понимать, изучать другие хадисы и объяснения ученых на эти хадисы. Для начала возьмем, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Было велено мне сражаться с людьми». Укатиля нас. Но не сказал: «Было мне велено убивать людей».
разница есть у катиля и актуля. Сражаться и убивать есть разница между ними. Во-первых, это уже начало. Также нигде пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не сказал, что мне велено было убивать людей, пока они не засвидетельствуют, что нету Бога истинного, кроме Аллаха. Это раз. Во-вторых, надо понимать, когда, где, зачем это сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, с каким это временем связано. И если то, чтобы не давало бы мусульманам право убивать людей. Да, есть и другие хадисы. Например, есть 5 групп людей, которых ислам запретил убивать их, запретил забирать их имущество, запретил унижать их. И это мусульманин. Раз. Второй – зимми. Человек, который живет в исламском государстве и платит джизья, дань исламского государства, халифату. В исламской стране живет среди мусульманин, неверующий, христианин, иудей или другой конфессии, кто-то живет на территории мусульман и дает джизья. Зимми называется. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил такого человека трогать. Муахид. Тот, с кем мусульмане сделали перемирие. Перемирие. С кем у мусульман есть перемирие? С тем, с кем мусульмане не воюют, даже если нету перемирия. Так как во времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, было очень много арабских племен. И нигде не сказано, что он со всеми ими сражался или воевал. Были племена, с которыми пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не совершал перемирие, не заключал перемирие, и при этом не сражался с ними. Как Бану Тамим, Бану Рабиа, Бану Асад, Таи. Вот этими племенами и другие, с ними пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не заключал перемирие и даже не сражался с ними, так как эти племена не нападали на исламские, на Медину, на пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, на мусульман. Они не нападали, не сражались и говорили, что мы не будем сражаться. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, с ними не воевал. А где этот хадис тогда? Было велено мне сражаться с людьми. Ограничилось смысл этого хадиса. Ограничился смысл этого хадиса. Перемирие, заключение перемирия. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, переселился в Медину и заключил перемирие с иудеями. Заключил? Они входят в слово «люди». Входят в слово «люди». И при этом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, их не убивал, не забирал их имущество. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: тот, кто убил муахидан, с тем, с кем мусульмане заключили перемирие, договор, тот, кто убил того, с кем мусульмане заключили договор, то тот не почувствует запах рая. Не почувствует запах рая, а его запах чувствуется за 40 лет пути от рая. То есть, если будешь 40 лет пути идти, если мы знаем, что за 3 дня ученые постановили, что около 90 километров проходит человек, то если он будет 40 лет идти, сколько он пройдет, этот человек? И запах рая чувствуется за этот путь, на расстоянии этого пути. И этот человек не почувствует запах этого рая. Сказал пророк, как устрашение этому человеку. Это не значит, что человек не войдет в рай. Это значит, что человек совершает большой грех, то, что запрещено исламом. Также, если человек не живет в исламском государстве, однако попросил у кого-то из мусульман защиту
на то время, пока он зайдет на территорию мусульман. И этот человек дал ему эту защиту. Любой мусульманин дал этому человеку защиту. То всем мусульманам запрещается этого человека трогать. Умму Хани, хадис приходит, когда одна женщина дала одному мушрику защиту, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: ты дал ему защиту, то, что он зайдет и выйдет безопасно, и она сказала: да. И он сказал: если ты дала, то это на всех мусульман. Мы не нарушим договор, который заключила мусульманка. Также пятый вид – это посланцы. Например, царь какой-то посылает своего расуля, посланца. То пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил этих посланников убивать. К пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, пришли посланцы Мусайлама, лжепророка, с письмом от него. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спросил у него: вы тоже в это верите, в то, что он пророк? И они сказали: да, мы тоже верим в то, что он говорит. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не тронул их, так как они посланцы. И люди понимают, что вот это сражаться, это является целью в исламе. Но ни в коем случае сражаться, это не является целью в исламе. Тут пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал сражаться, потому что в это время его было это явное, то, чем распространялся ислам. Ему нападали, он отражал, шел вперед, чтобы в дальнейшем не было нападок. Война была между государствами. И это то, чем явно проявлялось именно. Хотя само слово джихад, когда у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, спросили, человек сражается, чтобы показать себя, что он смелый, или сражается за свою партию, или сражается еще за что-то, и кто из них на пути Аллаха? И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: тот, кто не объяснил конкретно, что вот этот не на пути Аллаха, вот это не на пути Аллаха, а просто дал правила. И сказал: тот, кто сражается, чтобы было слово Аллаха выше другого слова. Как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ма мин набийин ба'атаху Аллаху фи умматин кабли илля кана лаху мин умматихи хавариюн ва асхабун яхудуна би суннатихи ва яктадуна би амрих». Какой бы ни был бы пророк до меня, то есть всем пророкам, которые были до меня, большинство пророкам, которые были до меня, были у них из их уммы помощники, близкие, сподвижники и помощники. Они придерживались его сунны и следовали его приказу. Потом после этих людей, тех, которые последовали за пророком, пришли хулюф, те, которые заменили их, другое поколение. Якулуна ма ля яф'алун. Они говорили то, что не говорили пророки. Ва яф'алуна ма ля ю'марун. И они приказывали, побуждали к тому, ва яф'алуна ма ля ю'марун. И они совершали то, на что им не было приказа. Фаман джахадахум, и кто сражается с такими людьми, которые вносят раздор, искажают религию, биядихи, своей рукой, то тот верующий. Кто сражается с ними, опять джахадахум, использовал джихад слово, своим языком, то тот верующий. И кто ваман джахадахум би кальбихи фахуа му'мин, и тот, кто сражается с ними своим сердцем, то тот верующий. Но после этого уже нету имана, даже в горчичное зернышко. То есть самое низкое — это сердце. Хадис ограничил уже вот это слово. Каталя также сражается. Окажется, сражение не бывает не только рукой. В другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что не перестанет из моей уммы быть группа, которая будет на истине, и они будут сражаться. И все, которые
объясняли этот хадис, из мухаддисов сказали, эта группа, ученые, факихи, мухаддисы, каждый распространяет религию по-своему, смотря на свою силу. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: тот, кто совершил несправедливость к человеку, с которым у мусульман есть договор. Это мы, например, вот тут-то живем. Также это как пускай будет исламское государство заключило с другим государством, так если мусульмане живут на территории неверующих, или наоборот, неверующие живут на территории мусульман. Это все с теми, кто заключил, с кем, если нету войны между ними. Все, с кем нету у мусульман войны. Сказал, тот, кто совершил несправедливость такому человеку, или дал ему работу, которую он не может поднять, объяснение несправедливости, как один из видов несправедливости, или взял у него, украл, насильно взял, то, на что у него от этого человека не было разрешения, этот человек не был доволен этим, даже сказал. Не просто не разрешил, а сказал, не был доволен тем, что он взял. Недовольство было у этого человека, когда мусульманин взял у него, то он не почувствует запах рая. А его запах туджаду мин масирати арбаина аман, на расстоянии 40 лет. Нет, неправильно чуть сказал. То говорит, я буду хаджиджуху яум аль-кияма, то я буду заступником этого человека в судный день. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, неверующий. Я сказал, буду заступником. Если мусульманин несправедливо взял у него, он же неверующий, можно. И украду, он же неверующий, он же не мусульманин. Что-то забрал. И тот человек не то, что дал, возможно, дал разрешение, но при этом был недоволен этим, то я буду, говорить, заступником его в судный день этого человека, чтобы мусульманин вернул ему это право. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ман хараджа мин таати», кто вышел из подчинения и отступил от джамаата, покинул джамаат, мусульман, «Фамата митаталь джахилия», то тот умер смертью невежества, джахилия. То есть, это если государство есть. Мусульмане живут в исламской стране. «Ваман каталя тахта раятиль иммияти», и тот, кто сражался под знаменем. Знамя — это не только флаг, а, например, война идет, у этой войны есть цели, так же? И если эти цели, вот эти знамя этой войны было иммия, заблуждение перевели, или непонятный, кто является истиной, кто не является на истине, или это знамя этой войны фитна, смута появилась, то тот, кто будет сражаться под этим знаменем, не зная это знамение правильно, то, что это знамение не на истине, не сражается это знамя для того, чтобы слово Аллаха было истинным, а непонятно у нее. Вроде бы они говорят, что к истине призывают, а смотришь, не совпадает действие. Как сейчас, например, идут. У них есть вроде бы знамя, но это знамя что? Опровергается их действиями, не соответствует их действиям. Вот это иммия, знамя, иммия, камуфляжное знамя, если так переведем, скрытое, непонятное, или заблуждение. Яхдабу ли асабатин, и если он сердится из-за своей группы, или призывает к своей группировке, то есть сражается для того, потому что он разозлился, потому что его группировке
что-то сказали, это не на истине, например, или призывает к своей группировке, или помогает своей группировке для того, чтобы просто помочь. Не чтобы слова Аллаха было выше любого слова, а просто помощь своей группе. И если он умрет на этом, то он умрет факитлятун джахилиятун, сказал, то умрет смертью невежества. Или, как в другим словам, не мусульманином. Как устрашение. Не то, что он перестанет быть мусульманином, а как устрашение для этого. На тяжесть этого греха. И тот, кто вышел против моей уммы, даже если это мусульманин. Ядрибу барраха ва фаджираха. И он ударяет как благочестивого, так и греховного. И при этом не сторонится верующих. Валя яфи би ахди зи ахдиха. И не исполняет тот договор, который он заключил с тем, с кем он заключил договор, пускай это будет верующий или неверующий, то он не от меня, и я не от него. Он не от меня, и я не от него. Ограничил хадис сражаться с людьми. Ограничил. Поэтому вот есть ограничения на эти хадисы. И есть правильное понимание этих хадисов. И это надо доводить до людей. Потому что тут-то не доведется, то доведется где? На каком-то сайте, на какой-то брошюрке. И человек, мусульманин, он любит слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он желает стремиться за сунной пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И он услышал хадис, но не понял смысла, неправильно доведено до него. А он старается выполнить. А мусульмане, имамы не довели до него этот смысл, правильный смысл. А довел заблудший человек. Вот этот хадис некоторые имамы стараются не упоминать. Потому что там идет слово «сражается». Не потому что, возможно, это даже не потому что. Возможно, это потому, что сам имам, наверное, иногда часто не понимает этот хадис. И поэтому не упоминает его. Однако этот хадис и подобные аяты должны объясняться людям. Что мусульманин не может вот так, сказав человеку неверующий, убивать его. Ну-ка скажи ля илях илlallah, или я убью тебя. Нет. Как мы сказали, очень много хадисов. Это я только часть привел. А есть книги насчет вот этих ограничений этого хадиса, которые указывают. Условия джихада, когда он должен только, что это такое. Целые книги написаны. А человек прочитал этот хадис, все, я иду на подготовку. Нет, такое не может быть. И тут пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, то, что человек, сказавший один из видов вот это, про мусульманинами сказал, если мусульманин сказал ля иляха илlallah Мухаммадар Расулуллах, то этим он спасет от меня свою кровь. Этого человека нельзя убивать. От меня или со стороны моей религии будет защита для него. Его имущество, кроме как право в исламе. Как право по исламу. Например, человек купил что-то у него и не отдал деньги. То ислам обяжет судью, чтобы тот что забрал, хоть даже силой, чтобы выплатить долг. Вот. Хотя имущество защищено, но есть что? Это право ислама. Вахисабухум аля Аллах, и их расчет на Аллахе. То есть мы судим в этом мире по внешнему признаку. А то, что он скрывает куфр внутри, не скрывает куфр внутри, это кому остается? Аллаху Тааля. Он делает грехи скрыто или не делает грехи скрыто, это нам. Мы только делаем хукм, потому что видим. И все. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, глава мунафиков, сколько лет прожил с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, знал, что он мунафик, знал, что он кафир, и не тронул его. И знал поименно некоторых мунафиков.
Даже всех мунафиков. Одному сподвижнику даже передал их имена. И при этом не тронул их, потому что хукм делается ж почему? По явному. А хисаб, это уже Аллах Тааля сделает. Хисаб на Аллахе. Мы только из того, что видим. Все. А остальные, там, 5 человек? 5 человек. Ну, 5. Мусульманин. Мусульманин это мусульманин. Понятно это. Не требует. Зимми. Неверующие, живущие на территории мусульман. Муахид это с тем, у кого есть договор среди мусульман. Если мусульмане заключили с кем-то договор. А не нападение, а мирном существовании и так далее. Человек, который зашел не жить в исламское государство, а просто, например, ради торговли, ради еще что-то, чтобы потом выйти. И при этом попросил кого-то из мусульман, чтобы он дал ему гарантию того, что его не тронут. И один мусульманин дал ему гарантию. И также посланники, да. Посланники, правители, даже если эти правители воюющие правители. Это 5 групп людей, которым ислам дал что? Обязал мусульман не трогать их. Поэтому надо правильно понимать. Вот аяты, которых приходят, и аяты или хадисы, в которых есть муташабихи, являются двоякими смыслами, по-разному, которые можно понять, то их надо возвращать к мухкам, хадисам и аятам, которые являются мухкам, которые объяснят нам это. Хадис, он не один хадис, и все, на этом ограничивается. А за это ученые, они учеными называются, за это их называют муджтахидами, потому что он использует все свое старание не просто вывести хуком из одного хадиса, потому что ученые также выводят хуком как из одного хадиса, так же из хадисов, которые будут объяснять этот хадис. Как, например, приводится от ученых, что они там вывели из маленьких хадисов 80 хукмов, положений, больше 100 положений. Но при этом для того, чтобы это вывести, надо прочитать еще другие 1000. Имам Ахмад, например, сказал, я знаю 1000 хадисов. Имам Бухари, когда свой сборник достоверных хадисов составлял, он сказал, я этот сборник составил из 600 000 хадисов. То есть он знал 600 000 хадисов, и из этих 600 000 вывел наиболее достоверные, которые он считает достоверными, в которых нет сомнений. Из 600 000 хадисов. Это же хадис знать, это же не только слова знать. Это значит знать слова, еще не заменять их синонимами, как мы любим обычно. Не знаем хадиса и говорим потом хотим сказать хадис, а потом, примерный смысл такой-то. Так же? Много так бывает. А это знали хадис. Но хадис знать это не слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, знать. Это знать передатчиков. Передатчиков знать. И вот ученый изучает хадисы, аяты, собирает их вместе, смотрит, какой хадис может ограничить, какой может отменить другой хадис. Когда один хадис отменяет другой хадис, это не значит, что он все, что в этом хадисе, отменяет. Потому что в хадисе, как мы сказали, может быть что? Больше 100 положений. А другой, который отменяющий хадис пришел, он может только из этого хадиса одно положение только отменить. Ученый так говорит для того, чтобы долго не расписывать. Он говорит, этот хадис отменил этот хадис, и все. Потому что тот, кто будет читать, он понимает, что это. Какой хукм именно. Когда говорит, этот аят отменил этот аят, это не значит, что все, что в этом аяте, какие смыслы есть, он все эти смыслы отменил. Он, значит, отменил какое-то положение только. Не все положения в аяте много может быть положений. Даже один хукм, например, можно, это может быть он может, можно во время войны отменил, а, например, это можно, он не отменил во время, например, когда нету войны. Он, например, это нельзя разрешил, когда людям хорошо, но при этом это нельзя, он не разрешил, когда людям плохо, например, тяжелая ситуация.
Даже вот такое есть. Поэтому важно знать не только смысл слов хадиса, потому что сподвижники, они знали смысл слов. Однако при этом, даже если они знали смысл слов, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: доведите до меня хотя бы один аят. Потом сказал: возможно, передающий мои слова передаст тому, кто больше понимает его, больше понимает эти слова, чем тот, кто передал. Хотя тот, который передал, является арабом, он же сподвижником говорит. Думаете, сподвижники не знали арабский язык? То, что они не знали из слов, которые пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, они сразу спрашивали: а кто это вот такие? А что это такое? Мы не поняли вот это слово. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, объяснял это, что это слово означает. Нельзя сказать, что сподвижники не понимали слова. Но есть разница понимать слова и понимать, что из этих слов истекает, какие положения, какие хукмы, какие ситуации. Поэтому это очень важно. И поэтому вот такие хадисы, они должны объясняться, не оставляться, чтобы у людей не оставалось сомнений, чтобы люди не поддавались сомнению. Потому что есть призыв к благому, есть объяснение истины, есть объяснение, также должно быть лжи. И также должно быть объяснение сомнений. Человек не только должен объяснять, что такое истина, но должен объяснять, что такое ложь, что такое, не должен объяснять только, что такое иман, но должен, что такое ширк, объяснить. Также должен объяснить сомнения, которые распространяют враги ислама. Поэтому одно из важностей того, что на ученых возлагается вот объяснение таких аятов, таких хадисов, если распространяется смута. Да, в некоторых моментах нельзя рассказывать некоторые хадисы, некоторые аяты. Но если есть смута, и она есть, эта смута, то эти хадисы должны объясняться. И, иншаллах, возможно, будет урок отдельный на эту тему полностью. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.